Прежде чем сесть за стол и обсудить главную тему, участники международной конференции знакомятся с историей развития республики за последние 2,5 века. Прямо после входа в мемориал перед гостями открывается барельеф, описание, как ингуши добровольно вошли в состав России. Происходило это на склоне Согласия в 1770 году. Связь между ингушским народом и царской администрацией, скажем так, шла по нарастающей. Это была взаимовыгодная, скажем так, связь, потому что для ингушского народа это было покровительство большого государства, ну и для Российской империи это было укрепление ее южных границ, потому что как раз в тот период обострился интерес к Кавказу со стороны Турции и со стороны Ирана. Дальше памятник более позднего времени Первой мировой войны. 3 всадника Кавказской конной дивизии устремились вперед на врага. За дерзость и смелость легендарную конницу нарекли «Дикой дивизией». Многие визитеры мемориала тут уже бывали, другие же видят эти памятники впервые. Прекрасный город, и на первый взгляд видно, как он вырос. Мы были здесь 10 лет назад. Конференция посвящена 30-летию республики. Это вроде бы небольшая дата, но на самом деле тот путь, который проделали различные органы государственной власти, общественные организации, научные организации, сам ингушский народ, он вбирает в себя огромное количество событий. Событий судьбоносных как для Кавказа, так и для России в целом. Международная научно-практическая конференция «30 лет Республики Ингушетия. Исторические вехи и перспективы развития» собрала в регионе несколько десятков знатоков истории и архивистов. Помимо регионов округа в числе гостей научные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской области. В том числе несколько академиков РАН, у каждого своя тема для конференции. Сегодня я оказалась на таком хорошем празднике, юбилею. Такой небольшой, но 30 лет – это, в общем-то, приличная дата для молодой республики, которая имеет очень большую, древнюю и интересную историю. И этой дате юбилейной посвящена конференция международная. И я, конечно, когда узнал, что будет, сказала себе, надо ехать с материалом интересным для истории народа Ингушетии. Материал, который отражает личности исторические, которые были в XIX веке, в период Кавказской войны. Научно-практическая конференция продлится 4 дня. Гости помимо круглых столов планируют побывать и в горном районе республики, увидеть воочию самый древний христианский храм России Тхабаирды, посетить башни Вовнушки и воссозданный замковый комплекс Бишт. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.